Здравствуйте, ребята! Сегодня по познанию мира тема урока «Где и как возникали поселения людей». Цели урока. Мы научимся анализировать, как природные условия влияют на расселение людей. Мы узнаем, где и почему в нашей стране возникали населенные пункты. Первые люди появились в Африке. Потом, за многие тысячелетия, они расселились по всей земле. Останки древних людей ученые находят в Евразии и на территории других материков. Охотнее всего люди селились возле источников воды. Вода – одно из самых главных природных богатств. От нее зависит жизнь целых народов. Не случайно с давних пор люди селились по берегам крупных и малых рек, озер и морей. Воду называют живой кровью, которая создает жизнь там, где ее не было. Гимном в воде звучат строки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. «Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, с тобой возвращаются к нам силы». Вода нужна не только людям, но и растениям и животным. Воду пьют поля и леса. Без нее не могут жить ни звери, ни птицы, ни люди. Рассмотрите иллюстрации на странице 70. Как вы думаете, в каком из этих мест охотнее селились люди и почему? Конечно же, там, где есть вода, где река. Поэтому на берегу рек, на побережьях морей люди охотнее селились. Во-первых, воду можно было использовать в быту, поливать свои огороды, а значит заниматься земледелием. Во-вторых, можно ловить рыбу, питаться ей и торговать также. Подумайте над вопросом, где поселились люди раньше, на юге или на севере нашей страны? И почему люди выбрали для поселения места с богатой растительностью и с большим количеством животных? Вот, например, лес. Что можно собирать в лесу? Конечно же, грибы и ягоды. В лесу много животных, на которых можно охотиться, использовать их шкуры. И, конечно же, лесозаготовки. Это тоже очень важный момент. В давние времена люди жили в степях, и скотоводы кочевали со своими стадами с пастбища на пастбище. Лето они проводили на Жайляу, а на зиму перегоняли скот на юг. Там находились зимние пастбища. Здесь же, на юге, в древности проходил Великий Шелковый путь, и купцы вели оживленную торговлю. На торговых путях вдоль реки Сырдарьи и Житесу появилось много городов. А теперь сделайте вывод. Так где же находятся города, через которые проходил Великий Шелковый путь? На юге или на севере? А значит, вы уже сможете дать ответ, где люди поселились раньше. Давайте с вами выполним задание. Задание первое. Слово «су» закрепилось в названии городов и сел. Рассмотри карту Казахстана и найди города, связанные с этим словом, с наименованием рек, озер, морей или словом «су» – вода. Второе задание. Вспомни, как переводится на казахский язык слово «гора».
холм. Найди на карте города и селения, в названии которых встречаются эти слова. Третье задание. Найди на карте древние города на юге страны и в ЖТСУ: Туркестан, Шымкент, Тарас, Алматы. Объясни, почему они здесь возникли. Работа в тетрадях. Рассмотри картинки и впиши занятия людей в каждой из природных условий. Например, чем могут заниматься люди на берегах рек? Или живя в лесу, или на побережье морей, или в полупустынях, или в горных долинах. Рассмотри физическую карту Казахстана. В древности самые первые люди поселились на юге страны, на склонах гор Каратау. Напиши несколько причин этого. Закончите 3 высказывания. Река – источник жизни, поэтому человек издавна селился возле гор, поэтому и сейчас. На юге в древности проходил великий шелковый путь, поэтому. Я желаю вам успеха. Цель урока у нас была определять, как природные условия влияют на расселение. Я уверена, что вы легко справились с поставленной задачей. Желаю вам успехов в изучении данной темы. Всего доброго!